Вот, в общем, как у нас почищен центр города, ну, относительно центр. Асфальт идеально прочищен. Пешеходные дорожки уже сегодня более или менее сносно прочистили. Я бы не сказал, что прям идеально, знаете, но ладно, у нас сегодня вообще сегодняшнее видео вообще уже не про снег, как я обещал. Ах, господи, как я и обещал в невыпущенном ролике, что мы с вами встретимся в выходной день. Сегодня у нас суббота. Мы вышли вообще на улицу Крейсвальде с ребенком. Дальше ребенка отпустили в концертный зал, где сегодня будет выступление. А сам я вот небольшой кружок сделаю здесь. Здесь я, по-моему, не помню, чтобы я здесь ходил. Не, ходил точно. Там, по-моему, булочная где-то есть. Ну вот. Да, почему не выпущенный ролик был предыдущий? Потому что у меня есть подозрение, что у меня один из, ну не сказать, чтобы постоянных зрителей, в общем, человек, который просто посмотрел предыдущий ролик, меня сглазил. Он почему-то посчитал, что я должен был прямо осветить эту проблему снежную, хотя что про нее уже говорить. А я, видите ли, про куртки. Вы знаете, что я в тот же день я взял, сел в машину, поехал в Т1, торговый центр наш. Там, ну, мясо купить недорогого. И заодно прогулялся там по улице Маяка в сторону магазина, где вот эти куртки продаются. Потому что, ну, что-то супруга начала все это сетовать, что холодно и все такое. Я решил купить, тем более там большущая скидка была. Ну вот, и когда пришел домой, понял, что ничего не записалось. То ли камера отключилась от холода. Хотя я бы не сказал, что прям аж сильно холодно было в тот день. Сегодня, да, уже, по-моему, там около минус 7, в общем, сейчас. Прохладно, влажненько так, но все равно сносно. Так вот, кто смотрит наше с вами видео, ты должен помнить, что у нас было распутье, куда нам турнуть ребенка, девочку, или в футбол, что ей очень нравился, в плане того, что там выплеск энергии и все такое, или вот в творчество, а именно играть на таком инструменте, как меццо-сарф, или по-русски волторна. И, как вы понимаете, раз мы находимся здесь в центре, хотя, как вы понимаете, там и футбольное поле же есть недалеко. Ну, в общем, мы выбрали, конечно же, волторну. И сегодня у нас концерт, который будет происходить, не знаю почему еще, но вот в этой вот методистской церкви. Надеюсь, мне удастся внутри вам поснимать чуть-чуть. Ну, как правило, люди, кто верующие, они же, как правило, добрые. Мы с вами типологию характеров. Я помню про то видео. Я еще пока думаю, как его снять тоже. Так вот, как правило, добрые, такие эмотивного склада, как это называется по-научному. Но вы знаете, я как бы вообще человек, который далек вообще от религии как таковой. Но побеседовать с людьми, которые, знаете, там подходят на улице там с разными вопросами, там про спасителей и все такое, я их люблю, это самое. Ну, не то чтобы троллить, да, а люблю им задавать вопросы из разряда так называемых вечных вопросов, то есть на которых нет ответа. И человек, который разбирается в религии, именно разбирается, живет этим, не фанатично, а просто который хорошо разбирается, у него есть ответ все равно, как бы, или направление логическое, которому можно следовать. И
И каждый раз, когда я задаю один из этих вопросов, как правило, конечно, да, я натыкаюсь на свидетелей Иеговы. Не здесь, не в Эстонии, в России, когда мы жили, они более, скажем так, агрессивные. Так, где перейдем дорогу? Ну, давайте здесь. Более агрессивные. И поэтому они там прям очень сильно, как говорится, агрятся на это все. Вот. Но я еще раз повторяю, что здесь они гораздо добрее. Потому что, как вы видите, ну, кто знает, это церковь методистская. То есть это тоже одно из ответвлений протестантизма. И как мне показалось, когда я ребенка туда отводил сейчас, что все-таки настрой там более такой положительный. Поэтому, думаю, нам удастся поснимать хотя бы сам концерт. Хотя бы сам концерт, да. Зеленый. Все? Ну, я думаю, все, ребята. Думаю, все. Пройду здесь кружок небольшой, так как вход там. Там на самом деле еще, оказывается, парковка была. Хотя она вся забита, с другой стороны, я теперь не жалею, что я машину не взял. На автобусе там буквально минут 10 от нашего дома. Буквально там, может, остановок 5. Ну все, увидимся с вами внутри, я думаю. До скорых встреч.
ja ta tegi suure tööala. Nimelt kõik arranžeeringud, seaded sellest laulust, kõikide pildidele. Aitäh sulle, Rivo, selle eest! Rivo! Aga kindlasti mees on kõik õpetajad Järvealas. Dirigeerid ja kavakavad nii ja nõnda siin.